В рамках столетия региона в Национальной галерее республики открылась экспозиция Коми «Человек, ландшафт, миф». В центре внимания художественный образ нашего региона. 4 зала рассказывают о Коми деревне, арктической широте, развитии промышленности и коми-мифологии. Примечательно, что одновременно выставки такой же тематики заработали в Воркуте, Ухте, Усинске, Печоре. На открытии в столице побывала Евгения Кладкевич. Зал, посвященный коми-деревне, Наталья Плаксина, один из кураторов экспозиции, оформила в концепции противопоставления. В одной половине образы женского начала, в другой – начало мужского. В бытовых хлопотах хранительницы очага наблюдают за тем, как трудятся и охотятся их мужчины. Дополняет образ полотна с пейзажами, деревенской архитектурой и зарисовками культурной жизни. Если вспомнить историю изобразительного искусства нашей республики, то в прошлом каждый юбилей республики отмечался крупными масштабными выставочными проектами, на которых участвовали скульпторы, графики, живописцы. Они готовились к этим выставкам, ездили в творческие командировки, писали картины, бывали в геологических партиях и в поездках по деревням, по каким-то культурно-историческим центрам. И, конечно, они создавали очень масштабные, такие интересные, яркие произведения, которые составили гордость изобразительного искусства нашей республики, и многие из них попали в коллекцию Национальной галереи. Экспозиция «Коми «Человек, ландшафт, миф» – это художественный образ нашего края. Региональное искусство представляют 50 художников второй половины 20-го, начала 21 века. 4 зала, у каждого своя идея. Кроме традиционной коми-деревни, вниманию посетителей – образ севера, мифология коми-края и освоение республики. В последнем сквозь мрачные тона о развитии угольной и нефтяной промышленности в Коми. Каждая картина словно движется. Где-то работает тяжелая техника, где-то громыхают бурильные установки, а где-то не могут отдышаться уставшие горняки и шахтеры. Очень сильно мотивирует на прошлые года, на самом деле. И удивляет, шокирует, как это все было. Да, здесь образы удивительных людей, рабочих профессий, часто разных профессий, которые понимали, что без их таланта, без их знаний ничего не состоится. Следующий зал – образ севера. Уже спокойный, с отливом синевы и холодка в воздухе. Он погружает в историю арктических широт. Большое внимание здесь не человеку, а природе, ее богатствам и чудесам. Необычные минералы, камни, пейзажи, горы, северное сияние. Для реалистичности художники используют современную технику, экраны и видеопроекторы. Напитавшись историей прошлого и настоящего, посетители проходят в зал Коми легенд и мифов. Картины, предметы искусства, комната с показом мифологических роликов не только знакомят с представлениями нашего народа, но и подчеркивают особенности творчества самих художников. Думаю, у них все получилось, как всегда получается, потому что они здесь живут и пропитались этим духовным опытом мистическим и вот выразили это в своих полотнах. Очень рад за них, и то, что они сегодня представлены, это большое чудо. У нас есть такой 90 лет, скажем так, искусства с 28 года до сегодняшнего дня, вот искусство, которое произошло на Республике Коми, и здесь представлено совершенно в новом контексте, с новой технологией. И я думаю, что сейчас мы абсолютно можем спокойно говорить, что наша экспозиция на уровне, если уже не выше, чем те выставки, которые могут быть в Москве. Впервые в истории Нацгалереи одна выставка одновременно охватывает и культуру, и историю, и быт коми-народа. В столетие региона такая идея особенно удачна. Важно, что выставки той же тематики одновременно заработали в Воркуте, Ухте, Усинске и Печоре. Одновременное открытие сразу 5 экспозиций подчеркивает, несмотря на разделяющее нас расстояние, все мы – часть единого культурного наследия. И наша задача – не просто его сохранять, но еще и приумножать. Евгения Кладкевич, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.